Когда я был мальчиком, то старики говорили мне, когда я им оказывал, ну и понятно, как младший я старался чем-то услужить старшим. И они говорили мне: «Бирефесер, долго живи». Ну и так как это были добрые люди, а так как пожелания добрых людей сбываются, то, как видите, пожелания этих стариков сбылись. Я долго жил. 15 декабря 1995 года исполнилось 95 лет Василию Ивановичу Абаеву, выдающемуся сыну Осетии, профессор, почетный член Российской академии естественных наук, Европейского ирнологического общества, Королевского азиатского общества Великобритании и Ирландии, Финно-угорского научного общества, заслуженный деятель науки Осетии, Грузии, России, лауреат Государственной премии СССР, кавалер нескольких орденов и медалей, автор более 300 научных работ по проблемам языкознания, выдающийся российский филолог, востоковед. После шумных юбилейных речей и поздравлений захотелось услышать спокойный и негромкий голос самого Василия Ивановича, узнать, что думает он о своей жизни, о своей работе, об уходящем веке, который прошел перед его взором не кадрами кинохроники, а собственной судьбой. Родился я в 900 году в селении Коби. Это по военно-грузинской дороге, по дороге, которая ведет из Владикавказа в Тифлис. Там учился в начальной школе. Потом, когда я кончил школу, возник вопрос, что со мной дальше делать. Одни наши знакомые советовали отдать меня в ремесленное училище. Это то, что теперь называется ПТУ. Но мать, безграмотная женщина, совершенно неграмотная, но она знала, что существуют школы более высокого класса, чем ремесленные училища, именно гимназии. И наперекор желанию отца она настояла на том, что меня, как и моих двух братьев старших, отдали в гимназию. Таким образом, я получил образование классическое. Эти гимназии назывались классическими, потому что там преподавались классические языки, латинский и греческий. Успешно окончил, с отличием. Потом у меня было желание продолжать образование где-либо в высшей школе, где-либо в университете. Но к тому времени началась гражданская война, это было 20-е годы, и я вынужден был выжидать, пока кончится гражданская война. И в это время я, вот эти несколько лет, значит, от 17 до 21, я преподавал в сельской школе, в своем родном селении Коби. Был учителем, сельским учителем. А в 21 году, когда наконец представилась возможность поехать на учебу в Россию, я и несколько еще других молодых людей, осетин, человек 5 нас было, которые первые после гражданской войны впервые отправились на учебу в Россию. Там был
скульптор Тавасиев в этой группе, Барукаев Рамазан, впоследствии геолог, крупный геолог, работал в Средней Азии, Гокоев тоже геолог. Вот эта группа решила, значит, продолжить образование в России. Но регулярного железнодорожного сообщения не было в это время. Даже в 21 году. До 21-го вообще нечего было и думать, потому что бушевала гражданская война. Нам повезло, что в это время была Горская республика. И Горская республика направляла своего первого полномочного представителя в Москву. Этим представителем был партийный деятель Марк Авсарагов. Вот мы отправились, наша группа, вот небольшая, молодых людей, к Марку Авсарагову и просили его взять нас с собою. Он охотно согласился, и нам дали салон-вагон роскошный. Но ехали мы очень долго, потому что наш вагон прицепляли то к товарному, то к этим нефтяным цистернам. Не было регулярного железнодорожного сообщения. И вот Марк Авсарагов все время вынужден был на каждой станции просить, чтобы нас к чему-то прицепили. И нас вот прицепляли к чему попало. Поэтому ехали мы долго, но весело. Потому что была такая группа молодых людей, полных жизни, полных надежд. И эти трудности мы рассматривали как временные и вообще не очень тяготились. В общем, с великим трудом, но доехали до Москвы. А между Москвой и Петербургом уже была в это время регулярная связь железнодорожная, так что там уже нам было легко. И мы из Москвы перебрались в Петербург. Там я в то время высшие учебные заведения из Осетии, вообще из Кавказа, направлялись по заявкам. То есть исходили из того, в каких специалистах нуждается данная республика. Ну и для Осетии решили, что больше всего нуждаемся в инженерах. И хотя я никакой склонности к инженерному делу не имел, но чтобы все-таки попасть вот в этот поток, я взял вот такое направление в электротехнический институт петербургский. Хотя, повторяю, у меня было все время такое наклонность такая к гуманитарным наукам, не к техническим, а к гуманитарным. Но я решил, что доеду до Петербурга, а там как-нибудь. Поскольку у меня было направление в электротехнический, я поступил туда, зачислили меня. Даже сдал, по-моему, несколько предметов, физику там и геологию, что-то в этом роде. Предметы, которые меня совершенно не интересовали. А сам в это время думал, как бы перебраться в университет. Когда я явился в университет и встретился, вот, был на приеме у Николая Севастьяновича Державина, ректора, и когда он узнал, что я ученик его родного брата в Тифлисе, и что оказалось, что он сам долго жил на Кавказе, то мы стали вроде земляков.
И он сделал все, чтобы меня из электротехнического перебросили в университет. Ну, и это так и было сделано, и дальше у меня все пошло гладко. Курс вместо 5 лет я закончил в 3 года. Сдал все предметы, а потом остался там же, в Петербурге, был такой научно-исследовательский институт при университете. И там меня зачислили научным сотрудником. Ну, дальше что же? До 1951 года я жил там, потом институт этот перевели в Москву, и я перебрался в Москву вместе с институтом. В квартире Василия Ивановича Абаева нет ни одного уголка, в котором не стояли бы и не лежали книги. И нет никаких сомнений, что хоть одна из них не была прочитана от первой до последней страницы. Книги на разных языках, из разных стран. Ведь невозможно понять историю, культуру, язык одного народа без взаимосвязи с другими народами. Поэтому каждая новая книга для ученого – это ключ к разгадке новой научной тайны. Хеде кафе кошта, халона маруваш. Цестмакуш нахаш фидбелешхаш. Хушнек кажбаш фуфуешиш. Камдерта халон, цмазкалон нафиял дарта, цахтыкат шарта. Балаш цунгл саргаш ауспати. Ешефте штонгл нердишей марди. Сайнерв налон, фажага халон. Фалатав жары, цых-цыхыдар. Вот ты нам рувашка цайдар рават. Вайтах терминаше был талават. Цестандах цыхтел, як ахалхтел дартел ржиле, як удитиле. На рагон фитшил на жены багон. На хоричешил, квадрашух таква. Und der Sure der Verkaufung, Kamerappalon, der Dar der Lacker, der Schaubazerte, der Dischajigur, der Chutgebelte. Hast ma Jaren Kojonisch, wat der Patsachen Daren Farajid Jerde. Sharmaka Maude Gaga, der Jaragrak. Nachalon Kaza Ganekottai Kalashzak. Пацах как кайдар сахтшхорта нагадару ваш. Ты тавалум ваш. Еще Всеволод Миллер, вот покойный, выдающийся русский ученый, он доказал, что осетины являются потомками скифо-сарматских племен, которые населяли весь юг России, вот. Побережье, северное побережье Черного моря, вот эти равнины. И осетины – последний остаток вот этих многочисленных, больших скифо-сарматских племен. Осетины – это вот все, что осталось от этого скифо-сарматского мира. В истории мы были чаще известны как аланы под названием Алан. Название осетин это происходит уже от грузинского Осетии. А настоящее наше название Аланы. Под этим названием нас знали другие народы. Мы часто упоминаемся в этих исторических источниках. Вот есть такой ученый Бахрах, он собрал эти свидетельства. Аланы на Западе, или, кажется, вот так называется его книга, он собрал все сведения об аланах, которые имеются в западных источниках.
Судьба алан была, вы знаете, сложной. Большая часть их вместе с гуннами прошла по всей Европе, затем даже высадились в Испанию, потом в Африку. И там растворились среди местных племен. Но много от них осталось в топонимике, в названиях местностей осталось много названий. Вот есть такая здравствующая ныне Ковалевская, такая историк. Она насчитала около 300 названий в Европе, во Франции, в Испании, около 300 географических названий аланского происхождения. Так что наши предки, раньше мы думали, что мы только на юге Франции, а вот Ковалевская показала, что мы до самого севера оставили свои следы названия местностей, племен. Так что чуть ли не всю Францию не то чтобы оккупировали, но, смешавшись с местным населением, жили. Ну, часть потом перешла в Испанию, из Испании даже в Африку часть переселилась. И многие считают, что вот это озеро Чад в Африке, это осетинское Цад. Данный городок очень ценный, потому что он черпал их из первоисточников. Он сам много путешествовал вот по этой Скифии и собирал материал о скифах и сарматах. Так что его сведения очень ценные. А Дюмезиль это, собственно, уже обработал, так сказать, эти материалы. И много сделал, как вот в смысле, ну, Донио Миллер, конечно, это уже установил твердо, что осетины это преемники скифов и сарматов, но Дюмезиль со своей стороны много еще сделал для того, чтобы подтвердить это. Потом Дюмезиль, большие заслуги его в деле изучения фольклора. Он перевел нартовские сказания на французский язык, и через этот французский перевод они стали знакомы всему миру. Теперь благодаря Дюмезилю все вот кавказоведы на Западе, и не только кавказоведы, знают, что такое нартовские сказания. Есть такая большая группа языков, которая называется индоевропейская. Туда входят, вот, ну, раз индо, значит индийские языки, древнеиндийский, санскрит, так называемый. Сюда входят также иранские языки, древнеперсидский, авестийский, новоперсидский. Сюда входят славянские языки, тоже в эту индоевропейскую группу, германские языки, романские. Все они образуют одну большую семью. Но эта семья сама делится на несколько групп. Вот есть группа индийская, есть иранская, есть славянская, есть германская, есть романская, вот целый ряд таких групп, которые все вышли из этого вот индоевропейского проязыка. Осетины относятся к иранской ветви индоевропейской семьи. Значит, наши все вот эти славянские языки, германские, романские, французские, все они наши родственники, но более отдаленные.
А более близкие нам это иранские языки, вот персидский, и особенно древнеперсидские, авестийский, есть такой памятник Авеста. Вот это иранский памятник, он тоже очень близок к осетинскому, вернее, осетинский близок к нему. Вот мы, значит, входим в иранскую группу индоевропейской 7 языков, вот так можно сказать. Так что и славянский нам тоже родственный, но более отдаленно. И германский нам родственный, то есть вот немецкий, там, и норвежский, шведский, и романские, то есть латинский, французский, итальянский, испанский, все они нам родственны, но более отдаленно. А ближайшие наши родственники по языку это вот персидский язык, афганский язык и из древних языков вот авестийский. Одно дело это происхождение языка, а другое дело его дальнейшая история. По происхождению мы, значит, вот родственны вот этим другим индоевропейским языкам. Славянским, германским, иранским, особенно иранским. Но в дальнейшем своей жизни язык соприкасается, народ, вернее, не язык, а народ соприкасается с другими народами. И происходит взаимодействие. Вот в осетинском много слов, даже финского происхождения есть слова. У графинского, хотя финны сейчас живут очень далеко, но когда-то, очевидно, мы соседили. У нас много заимствований из грузинского, довольно много заимствований. Но больше на нас влиял русский язык, поэтому много и русских элементов появилось. Язык все время вот впитывает в себя элементы из окружающих языков. Нет языка, который бы жил как-то изолированно. Языки все время между собой взаимодействуют, заимствуют друг у друга слова и так далее. Знать язык – это громко звучит, это значит знать и разговорную речь, и разбираться в любых литературных памятниках. Такого знания у меня нет. Но разбираться вот в текстах я могу. Ну, я даже не знаю, наверное, полдюжины, не так уже много, полдюжины, наверное, языков. Это, ну, я уже не говорю о русском, грузинском, но свободно разбираю научные работы на любом европейском языке, французском, итальянском, немецком, на всех европейских языках. Я не могу говорить, не могу так свободно, но разбираться в текстах могу, без словаря. Так что в этом отношении у меня никаких трудностей не было, я мог с любой иностранной литературой знакомиться не в переводах на русский, а в подлинник. Осетинская культура складывалась из нескольких, так сказать, ручейков, что ли. Первоначально это вот скифо-сарматская эпоха, когда складывались элементы нашей культуры. Но от этой эпохи что же осталось? Кое-что вот в орнаментах, которые женщины расшивают там, многое из этого напоминает то, что мы находим в скифское время. Орнаменты такие. И больше, пожалуй, ничего. А в более позднее время
Ну, тут ведь были тяжелые времена, это нашествие вот этих азиатских кочевников. Почему мы оказались как бы запертыми в горных трущобах? Это не от хорошей жизни, нас вынудили к этому. А там, где нет условий для такого, ну, я бы не сказал богатого, но хотя бы зажиточного существования, когда забота о хлебе не поглощает целиком человека, у него должно быть время свободное от постоянных забот, от житейских забот. Так жизнь вот в горах, в которых мы оказались, она не давала вот этого, то, что можно назвать досуг. Вот человек свободен, и он думает, тогда он что-то изобретает, женщины в это время что-то вышивают и так далее, и так далее. А жизнь в горах настолько тяжелая, что не оставляет даже времени вот для того, чтобы посидеть, сосредоточиться и думать о красоте, о добре, о правде. Нет для этого времени просто, нет условий. Очень важно ведь, в каких условиях живут люди. Если условия настолько тяжелые, что не оставляют ни времени, ни настроения для каких-либо высоких материй, то понемногу они деградируют и погружаются целиком вот в решение повседневных задач житейских. Из наших традиций, конечно, я бы на первое место поставил гостеприимство. Но ведь гостеприимство требует, чтобы было чем угостить гостя. Поэтому даже это вот качество, которое всегда было нам свойственно, гостеприимство, даже оно уже как-то деградировало. Я бывало ездил по Осетии вот, ну, лет 10, там лет 15 назад собирал материал. И вот, допустим, приезжаешь в какое-то селение, ну, конкретно я был в Дигории, со своим чемоданом, значит, стоишь на площади. И не находится в течение нескольких часов, не находится человек, который бы поинтересовался, а что ты, почему ты здесь с чемоданом? Пойдемте к нам, там посидите. Саубах ищет. Проходят мимо, каждый занят своим делом, а я со своим чемоданом стою. Это же неслыханно, этого раньше никогда не было. Bira falmanten tajarran vande, barma in rat, bira sdarta magurfa fande, iwa yuhat. Hai jidi afta fajaga yachisan, ishku asdar, adam farna kushkanin machisan, kade mashar. Arf der mazarda yachima kuchashid, ishka izinat. Дуниет харштай хуждармам кукашид, варжон зинат. Наверное, каждый человек задумывается над тем, что он оставит после себя на земле. Кто-то мечтает построить дом, вырастить детей, посадить дерево. А кто-то хочет оставить в истории свое собственное имя. Кто-то стремится изменить к лучшему жизнь своей страны, своего народа. Василий Иванович Абаев оставляет после себя не только научные труды и книги. За долгие годы работы в Институте языкознания он подготовил и воспитал много учеников и последователей.
обладая бесценным богатством, знаниями, нельзя не поделиться ими с молодыми людьми, которые избрали своей стезей непростую дорогу исследователей и ученых. Щедро раздавая то, что накоплено годами, Васу Абаев приумножает общемировое богатство знаний, тот бесценный клад, который человечество собирает по крупицам не одно тысячелетие. И ученики его учеников будут с благодарностью вспоминать Василия Ивановича, как и он с благодарностью вспоминает учителей своих преподавателей. Мудрость, которую они ему передали, Васу Абаев передает теперь нам. Я всегда думал о том, что я вспоминаю, всегда цитирую стихи Лермонтова. И с грустью тайной и сердечной я думал, жалкий человек, чего он хочет, небо ясно, под небом места много всем, но беспрестанно и напрасно один враждует он. Зачем? Вот эти строки Лермонтова я очень люблю, очень ценю. И каждый раз их повторяю. Зачем? Вот когда я слышу о каких-то распрях, междунациональных каких-то недоразумениях, даже войнах, я вот думаю, вот вместе с Лермонтовым, думаю, зачем? Действительно, под небом места много всем, и все могут жить как братья. Ничто этому не мешает, кроме вот злой воли каких-то отдельных людей. Я думаю, что это только этим объясняется, что есть все-таки какая-то группа. Вы знаете, я считаю, что вообще в мире две силы враждуют между собою. Добрая и злая. Значит, божеская и дьявольская. И вот, когда одолевает дьявольская, тогда начинается всякий распри, вражда, война. А когда одолевает светлая сила, божеская, тогда наступает мир. Вот я старался всегда на стороне вот этой доброй силы, хоть что-то, хоть чем-то способствовать тому, чтобы был мир. Каждый раз, когда возникали, например, в Осетии какие-нибудь недоразумения с грузинами, нашими соседями, и иногда и с русскими, я всегда говорил, прежде всего надо ценить мир. Нет ничего дороже мира. А те спорные вопросы или какие-то проблемы, которые возникают, их можно решать мирным путем, за столом переговоров. Вот это была моя точка зрения, и все, везде, где я вот, пропагандировал вот такой подход. Решать все вопросы мирным путем за столом переговоров. Ни в коем случае не браться за оружие, потому что правильно сказано в Евангелии, кто взял меч, тот от меча и погибнет. Ответить на этот вопрос надо исходить из того морального уровня, на котором находится сейчас человечество. Потому что все зависит от того, каковы будут люди. Люди делают жизнь. И если люди нравственные, у них есть какие-то правила, какие-то нормы, какие-то законы, которые они считают священными в жизни. То есть все те же вот
давно известные добро, любовь, красота, правда. Вот. Если они будут поклоняться вот этим божествам, то жизнь будет хорошая. Но судя по тому, каково сейчас состояние, вот насколько я могу наблюдать, сейчас нравственное состояние людей очень низкое, очень низкое. Я вот долго прожил, но я считаю, что на таком низком нравственном уровне человечество никогда не стояло. Ну, человечество может быть слишком громко сказано, но вот Россия хотя бы. Россия на таком низком нравственном уровне никогда раньше не стояла. Я не вижу, чтобы был какой-то просвет, чтобы... Нужно преобразить мир. А как его преобразить? Я раньше думал, что вот ко мне ходили несколько моих друзей, молодые люди, и мы наивно думали, что вот мы, значит, несколько человек, образуем такой оазис, такой островок, где все подчинено законам правды, любви, красоты. И что такие же оазисы появятся и в других местах, постепенно они сольются, и наступит вот золотой век. Ну, оказалось, что даже наш вот небольшой такой кружок, который я собирал, даже он в конце концов свелся к 2 человекам. Я и еще один вот мой знакомый. Как-то не лежит у людей душа вот к этому нравственному совершенствованию. Другое дело вот стяжательство, заработать там денег побольше, вот деньги, 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 вот это. А о чем-то более высоком люди не думают. Я просто вот для моего кружка я хотел в поле моего зрения отобрать людей. Я не могу. Вот мы так 2 и остались. Я и один, вот его фамилия Кулланда, в Институте Востоковедения. Во все времена в ученой среде существовал некий дух соревновательности. Кто быстрее поведает миру о новом открытии. И тот, кому это удавалось первым, удостаивался чести назвать своим именем сделанное открытие, будь то новая звезда или теорема, или закон. И тут же вновь обретенное знание становилось достоянием всех. Умение делиться тем, что сделано тобой, вот неотъемлемая часть жизни сообщества ученых. Наука не может стоять на месте. И не зря говорят, что в спорах рождается истина. Настоящих ученых как раз и отличает умение выслушать своего оппонента. И если в чем-то не согласен, доказать свою правоту новыми открытиями, новыми работами. Друзья, коллеги, ученики, каждый из них идет своим путем. У каждого может быть свой взгляд на одну и ту же проблему, но у всех у них одна цель – знание. Василию Ивановичу Абаеву повезло вдвойне. Рядом с ним по жизни идет рука об руку его супруга Ксения Григорьевна Цхурбаева, немало сделавшая для сохранения, изучения и понимания осетинского фольклора. Ксения Григорьевна, она очень преданная, любящая, заботится обо мне, учитывая все-таки довольно значительную разницу в возрасте. Я уже довольно стар, можно сказать, очень стар.
И поэтому нуждаюсь все время в такой поддержке. И Ксения Григорьевна в этом отношении я не могу, ей ни в чем не могу ее упрекнуть. Она все делает для того, чтобы моя жизнь протекала спокойно, чтобы я мог еще и работать. Я поздно женился. В 60-м году, мне кажется, мы поженились. Она на 28 лет моложе меня. Что помогает любящим людям прожить долгую и счастливую жизнь? Наверное, мудрость. И эта мудрость не из разряда научных. Забота друг о друге, взаимное уважение, умение выслушивать и понять друг друга. В осетинской семье женщина – это хранительница очага. Ксения Григорьевна была и есть для Василия Ивановича такой хранительницей. Василий Иванович счастливый человек. Он встретил ту единственную и неповторимую подругу, жену и соратницу, которая оберегает его от многих жизненных проблем, давая возможность спокойно и плодотворно работать. Мои кумиры давно установлены. Их 3. Правда, добро и красота. Они известны от глубокой древности, так что тут не надо ничего нового изобретать. Вот эти 3 вещи, там, где есть и правда, там, где есть добро, там, где есть красота, вот это и есть мир, к которому я стремлюсь. Там же, где нарушено или добро, или правда, или красота, у меня такое реакция отталкивания, как вот отрицательный такой ток отталкивает человека, так меня отталкивает. Вот эти 3 простые вещи – правда, добро, красота. Они давно известны, нечего тут думать что-то или придумывать что-то новое. Работа большого ученого, какой бы отвлеченной от сегодняшнего дня она ни казалась, всегда приносит свои плоды. Пусть не сиюминутные и не материальные, но если ученый вложил в свои собственные исследования не только ум, но и душу, то и люди, далекие от науки, способны почувствовать все величие и талант ученого. Василий Иванович Абаев сделал в своей жизни очень много, но особое значение для него представляла история и культура родной Осетии. Именно поэтому всеобщая любовь и почитание всегда окружали Василия Ивановича. И особенно гордились им в родном селе, когда знаменитый ученый приезжал на свой собственный юбилей. Ученый такого уровня, как Васу Абаев,
всегда становится полномочным представителем своего народа во всем мировом сообществе. И пример такого успеха, такого служения науке заставляет новые, молодые поколения стремиться дорасти до того уровня, до той планки, которую установил их великий соотечественник. Я не совсем ясно представляю, что такое счастье. Да, счастье – это возможность заниматься своим любимым делом. А я всю жизнь работаю не по принуждению, а потому что я люблю эту работу. А если человек делает что-то с удовольствием, то странно его чествовать за это. Это все равно, что птицу чествовать за то, что она летает, или рыбу за то, что она плавает. Я занимался своим любимым делом, без всяких претензий на какие-либо почести или признания. Это была моя любимая жизнь. И хвалить меня за эту работу или чествовать, это все равно, что чествовать птицу за то, что она летает. Это была моя жизнь. И не надо чествовать человека за то, что он живет. А жизнь моя, это была вот моя работа. Думаю, что это та работа, которая наиболее нужна на моей родине, в Осетии. Это историко-этимологический словарь осетинского языка. Эту работу я делал, имея в виду чем-то послужить родине Осетии. Эта работа сделана для Осетии, хотя она широко используется всеми специалистами, но я ее делал именно как осетин и для Осетии. Историко-этимологический словарь осетинского языка. 4 тома. Профессор, почетный член Российской академии естественных наук, Европейского иронологического общества, Королевского азиатского общества Великобритании и Ирландии, Финно-угорского научного общества, заслуженный деятель науки Осетии, Грузии, России, лауреат Государственной премии СССР, выдающийся сын Осетии Василий Иванович Абаев.